жанр классической оперы. И «Служанка госпожа» в Перголезе стала таким первым произведением. А сюжет этого произведения очень прост. Служанка Серпина хочет выйти замуж за своего хозяина Уберту, который давно ее любит в тайне, и стать, наконец, госпожой. Вот с этого радостного, красивого произведения мы хотим начать сегодняшний наш концерт. Поет для вас выпускница вокального отделения Нария Нуреева, класс преподавателей Гусины Ганиславовны Кудашевой. Концертмейстер Альфия Галимова. В Перголезе ария Серпина.
написанное по произведению Пушкина. История, которая приключилась с героиней этого произведения, очень драматична. Она полюбила князя, но вскоре поняла, что князь на ней не женится. Она чувствует, что князь охладел к ней, и история ее, конечно, была трагической. Она бросилась в Днепр, но не погибла, а стала могущественной русалкой и со временем отомстила своему обидчику. Но сейчас перед нами несчастная девушка, которая молит князя о любви. Ариоза Наташи из оперы Дарганышского «Русалка». Такое произведение написал великий немецкий поэт-романтик Генрих Гейне. А великий немецкий композитор Феликс Мендельсон написал на эти стихи прекрасную музыку. Давайте послушаем ее. «На крыльях чудной песни» Мендельсон. Прекрасная есть страна.
интересовала проблема творчества. И поэтому стихи Майкова ему очень понравились. О чем в тиши ночей таинственно мечтаю, о чем при свете дня всечасно помышляю, то будет тайна всем. Он создал прекрасный романс, отличающийся возвышенным созерцательным характером. Александр Николай Речевицкий-Корсаков. О чем в тиши ночей. Сейчас вы услышите его романс «Урман Шалар». Yeah.
эмоциональная, проникновенная. Она заставляла людей восторгаться и плакать. Он писал серьезные произведения, но среди его опер есть и одна комическая. Называется она «Джанни Скипки», и сюжет ее взят из божественной комедии «Данте». Рассказывается в ней о веселом мошеннике Джанни Скипки, который сумел обмануть всех и сделал счастливыми свою дочь и ее жениха Ринуччио. Вот среди таких комических сцен этой оперы есть одна очень проникновенная сцена, когда Лауретта, дочь Джанни Скипки, обращается к своему отцу с мольбой помочь ей, помочь семье Ринуччио. Эта музыка настолько красива, что она стала одним из любимейших произведений. Сейчас вы послушаете арию Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скипки», а поет для вас Нурзия Сабитова, класс преподавателя Гульсины Венесламовны Кудашевой. Николая Андреевича Римского-Корсакова есть такие интересные парные женские образы. Один образ земной, а другой образ фантастический. В опере Садко земной образ – это жена героя Густера Садко Любава Буслаевна. А вот фантастический образ – это его сказочная возлюбленная, морская царевна Волхова. Полюбила она Садко за его чудное искусство, за его песни. Помогла она ему снарядить торговый корабль, повидать другие страны, стать богатым, обогатить и себя, и свой родной, любимый Новгород. Но наступило такое время, когда Волхова поняла, что она должна уйти. Она все-таки это часть природы. Когда наступит утро, Волхова превратится в речку. А сейчас она поет колыбельную над своим любимым Садко. Ее колыбельная – это ее любовь, ее нежность, это ее прощание с возлюбленным. Римский-Корсаков, колыбельная Волховы из оперы Садко. Oh
обладатель замечательных инструментальных произведений, симфоний, квартетов, концертов, сонат. Недаром его называли отцом симфонии и квартет. Но мы как-то забываем о том, что Гайден написал много интересной вокальной музыки. У него 24 оперы, в основном комические, замечательные оратории, очень интересные вокальные произведения. Вот одно из таких вокальных произведений вы сейчас послушаете. Гайден «Светлый взор». Она скромная или кокетливая, а он пылкий влюбленный. Вот эти образы очень характерны для восточной поэзии. И их обыгрывали не только восточные поэты, но и русские. Пленившись розой соловей, и день, и ночь поют над ней. Но роза молча песню внемлет, невинный сон ее объем. Это произведение было написано Кольцовым как подражание пушкинскому стихотворению, в котором тоже раскрыты эти образы. Восточный романс – это был особой областью культуры России, русского романса. Восток никогда для русских композиторов не был чем-то чуждым, он был частью их жизни. Может быть, поэтому восточные романсы русских композиторов настолько интересны. Их писали и Глинка, и Драгомышский, и Рахманинов. А сейчас вы послушаете Римского-Корского «Пленившись розой соловей».
художника, какое место занимает художник в обществе, как он влияет на человека, какую роль он играет в жизни общества. Это все всегда волновало и поэтов, и писателей, и, конечно, композиторов. И вот удивительно, что произведения, которые воплощали образ соловья, очень красивы. И вот мы сейчас с вами познакомимся с одним из таких музыкальных шедевров «Загир Исмагилов. Был-было». All the
Исмагилов был очень талантливым мелодистом. Вот когда его спрашивали, как ему удается создавать такие красивые мелодии, он говорил: в моем сердце живет народная песня. И действительно, народная песня – это богатейший источник и мелодий, и образов. Народная песня – это судьба народа. Среди башкирских народных песен много таких, в которых рассказывается о кантонных начальниках. Это такие песни, как Аль-Мухаммед кантон, Кагарман кантон, Хулой кантон. Рассказывается о них так, какими они были, что они приносили народу, или добро, или зло. Тухват кантон рассказывает об одном из таких кантонных начальников. Это печальная песня. Говорят, Тухват кантон был человеком жестоким и корыстным, и много горя приносил людям. Но осталась вот в памяти народа такая прекрасная песня. Тухват кантон для вас исполняет Нурзия Сабитова, концертмейстер, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Нургали Кайгбердин. Как дух Лауры в снах Петрарки, хранить мой сон, приди моя мечта. И музыку к этому произведению писал великий венгерский композитор Ференц Лист, один из самых ярких романтиков и один из самых великих мечтателей. Сейчас для вас выступает Аралбаева Наргиза, выпускница вокального отделения, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Жона Петровича Мусина. Лист как дух Лауры.
очаровательная, самая восхитительная — это Снегурочка. Сам композитор писал ее с большим наслаждением и больше всего любил из всех своих произведений. Римского-Корского привлекла в сказке Островского идея «Человек и природа». Как они соотносятся, что в них общего, что враждебного. Прекрасная Снегурочка — это дитя природы. Она так же непосредственно и естественна, как сама природа. Она хочет жить с людьми. Ей кажется, что жизнь людская очень интересна и легка. На самом деле ей придется погибнуть от самого дорогого, самого человеческого чувства, от любви. Но сейчас она еще этого не знает. Она просто дитя, которое хочет развлечений. Ей хочется ходить с подружками по ягоду, водить хороводы, петь песни Леля. Вот такой вот образ создан в арии Снегурочки Римского-Корсакова. Поет для вас Наргиза Нарлаева. Сольвик ждет своего возлюбленного Пер Гюнта. Пер Гюнт талантливый, но не путевый парень. Всю свою жизнь он провел даром, растратил себя, занимался нехорошими делами, нечестным путем нажил богатство. Так прошла вся его жизнь. Мать его успела за это время умереть, но вот его постоянно ждет его возлюбленная Сольвик, и эта любовь помогает ей жить. Песня Сольвик Грика из музыки к драме Пер Гюнт.